Твоя вера может быть слабой. Твоя вера, на нее могли повлиять обстоятельства. В таком случае твоя вера должна возрасти. Как приходит вера? Римлянам 10 глава, стих 17 говорит, что вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Вера не приходит из обстоятельств. Вера не приходит из чувств. Вера не приходит от того, что ты побывал на чудесном служении, и все прекрасно было. Вера приходит единственным способом. Это дар с неба, который вложен в твой дух, и она растет и развивается через обетования и слова от Бога. Раньше мы говорили уже об Аврааме. Давайте вернемся и посмотрим на Авраама в 4 главе Римлян. Послание к римлянам — это чудесная книга. Многие люди боятся ее, потому что считают ее слишком глубокой, слишком богословской. Но это не так. Это замечательная книга. Знаете, что Лютер говорил? Он говорил, что ее нужно выучить наизусть и читать ее каждый день. И вся 4 глава Римлян посвящена Аврааму, потому что Авраам — это прообраз, это наш отец, это пионер веры. Он человек, который сделал то, о чем говорит Евреям 11. Он ходил верой. Евреям 11:6, там написано, что без веры Богу угодить невозможно. Но если ты придешь к Нему через веру и будешь верить в то, что Он есть, и в то, что Он вознаграждает тех, кто усердно ищет Его, то ты будешь так благословлен. Запомни, Бог, Он не просто Бог, который есть где-то во Вселенной. Он очень близок к тебе, Он любит тебя. Он хочет быть твоим отцом. Он хочет быть тем, кто защищает тебя. Он тот, кто вознаграждает ищущих Его усердно. Аллилуйя. Но когда мы ищем Его, мы приходим в вере. Вера, в принципе, это что-то очень простое. Это доверие. Вера — это ты веришь кому-то, доверяешь кому-то, и это доверие развивается. И Бог не просто бросил с неба книгу и сказал: прочитай эту книгу, и вот это все, что ты получишь от меня, это книга. Некоторых христиан послушать, вот это только Бог и сделал. Никаких чудес, никакого помазания, нет освяжения, нет ничего зрелищного в жизни, просто книга в жизни есть. И пытаешься все вычислить по ней и борешься сам за себя по жизни. Нет. Библия — это святое Слово Божие. Каждое слово прекрасно, вдохновлено Духом Святым и для нас. Но понимаешь, эта книга — это просто... Это один из способов, как Бог добивается, чтобы мы стояли в вере и верили в то, что Он говорит, чтобы мы могли прийти к Нему, чтобы мы могли общаться с Ним, чтобы мы могли доверять Ему. Но ты ходишь с Ним каждый день. И, пожалуйста, не пойми меня неправильно. Я знаю, что есть некоторые богословы, которые смотрят программы и только и ждут, чтобы я что-нибудь не то сказал, и снова написать письмо хотят. Вместо этого послушай. Слушай вот это. Очень важно, потому что есть такие моменты, когда у тебя Библии с собой нет. И что, ты не можешь ходить с Богом, если у тебя Библия не при себе? Конечно, можешь. У Авраама не было с собой Библии. И когда Петр проповедовал свою проповедь в день Пятидесятницы, у него был только Ветхий Завет. Когда он пророчествовал, он перед этим даже не прочитал еще 1 Коринфянам, но он ходил с Богом. Именно это и есть вера. Я не перечеркиваю Библию, читай Библию, изучай Библию, но взаимоотношения у тебя не с книгой, а с личностью. И эта личность прекрасно описана в этой книге, чтобы ты мог иметь более богатые отношения, более полные отношения с ним, с этой личностью. Но отношения с личностью, например, моя жена, если она напишет мне письмо, я прочитаю это письмо, оно мне понравится, я, наверное, поцелую это письмо. Но лучше я поцелую ее, чем письмо. Аллилуйя. Аминь, сестра. Это правда. И не злись на меня. Я чувствую, что вот опять поднимается. Кто-то опять недоволен. Пора кому-то благословиться. Аллилуйя. То же самое с Иисусом. То же самое с Иисусом. Я люблю читать Библию. Но я люблю через Библию, через силу Святого Духа общаться с Ним, ходить с Ним, общаться с Ним, говорить с Ним. Это и есть вера. Вера — это хождение с Богом. Аминь.
И вот Авраам, он ходил с Богом, потому что Бог призвал его, Бог вызвал его, Бог проговорил к нему, Бог благословил его, и Бог пообещал ему то, что произойдет с ним в будущем. И Бог пообещал, время пошло, и Авраам мог сомневаться или бунтовать против этого, или оставить это. Но в Римлянам 4:19 написано, что он не изнемог в вере, что он не был слабый в вере. Понимаешь, мы с тобой можем быть слабы в вере. И в таком случае Бог желает укрепить нас. Не ослабев в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. В английском он не думал о своем теле. И утроба Сарина в омертвении, он тоже об этом не думал. И не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, или в английском укрепился в вере через то, что он воздал славу Богу. Почему он сделал это? Потому что он был вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Вера — это доверие Богу, потому что я встретился с Ним, потому что я познакомился с Ним, потому что Он сказал мне слово. Не я к Нему пришел, но Он пришел ко мне. Как с Авраамом было. Однажды просто Бог раз и показался, и появился, и проговорил. И тут же Авраам понял, что это не один из моих идолов, потому что они не умеют говорить, они не могут реагировать ни на что, они ни что не способны. Они мертвые, тупые, немые идолы. Но вот теперь кто-то, кто живой, говорит со мной. Вот почему он называется Богом Авраама, Исаака и Иакова. Он Бог живых, а не Бог мертвых. Так что он явился живым в жизни Авраама. И он говорит: Авраам, иди сюда. В Евреям 11 написано, что Бог сказал Аврааму, чтобы тот вышел и не сказал ему, куда идти. Он просто сказал: иди, а когда пойдешь, я скажу тебе, куда ты должен идти. Я скажу тебе, если кто-то незнакомый тебе так говорит, ты не пойдешь. Если ты на улице где-то, в городе незнакомом, и человек подходит к тебе на улице и говорит: ты пойди вон туда, и потом ты узнаешь, в каком направлении ты двигаешься. Ты не пойдешь туда, потому что ты человека этого раньше никогда не видел, и ты не будешь следовать в том направлении, куда он тебе указывает идти. Не следуй за чужаком, следуй за тем, кого ты знаешь. Узнай Иисуса и следуй за Ним. Если ты знаешь Его, то ты доверяешь Ему. Если ты доверяешь Ему, то это и есть вера. Это и есть вера. Понимаешь? Вера — это 24 разных принципа. Нет, это не так. Вера — это просто знать Бога, это доверять Богу. И вера — это слушаться Бога. Из-за того, что ты доверяешь Ему, из-за того, что ты знаешь Его. Я знаю, доверяю Ему, поэтому я хожу с Ним. И когда я хожу с Ним, я общаюсь с Ним. Я не могу общаться без послушания, поэтому я слушаюсь Его. Он говорит: пойдем здесь. Поэтому я не говорю так: о, нет, я пойду другим путем. Нет, я хожу с Богом. И это очень здорово. Ты можешь ходить с Богом. Каждый день ты можешь ходить с Богом. Во всех обстоятельствах ты все-таки можешь ходить с Богом. Отец, я прошу за каждого, кто слушает сейчас. Аллилуйя. Аллилуйя. Я молюсь за них прямо сейчас во имя Иисуса. За тех, кто смотрит нас, кто связан, и ты не чувствуешь, что у тебя есть общение со Всемогущим. Ты можешь иметь его во имя Иисуса. Просто скажи: Иисус. Не будь пленником своих эмоций, не будь пленником своих обстоятельств, не будь пленником, узником мнений других людей, не будь пленником своего самоотвержения. Но прямо сейчас оживай. Поднимайся в твоем духе. Поднимайся. Поднимайся прямо сейчас. Вера, вера. Пусть твоя вера поднимется в твоей душе. Во имя Иисуса. Будь благословен, будь благословен, будь благословен. Будь укреплен. Вера. Пусть будет высвобождена во имя Иисуса. Вы смотрите нас сейчас.
Вы можете прийти к престолу небес. Может быть, ты ничего не чувствуешь, а может быть, ты много чего чувствуешь. Иногда негативные какие-то вещи тебе мешают. Есть препятствия в духе. Дьяволу все это не нравится. Я тебе скажу, настолько же, насколько Богу нравится вера, настолько же дьявол ненавидит ее. И он будет атаковать тебя там, где он может тебя атаковать, то есть в сфере твоей души, в твоих обстоятельствах. Но ты стой на Слове Божьем и скажи сатане: убирайся из моей жизни во имя Иисуса. Сатана, я иду против тебя. Ты не можешь остановить меня. Я верующий, и каждое обетование принадлежит мне. Я верю в Божье Слово. Не верь в нынешние обстоятельства. Скажи: я не верю в нынешние обстоятельства, я не верю в ложь сатаны, я верю в Тебе, Иисус. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Ты любишь Библию? Ты любишь Иисуса? В Евреям 11:6 автор говорит о вере. Вера — это что-то существенное. Это не что-то такое плавающее, витающее, где-то какая-то неопределенность, может быть, получится, может быть, нет. Вера — это что-то гораздо большее, чем все такое. Давайте откроем Евреям 11:6 и начнем с 1 стиха 11 главы, а потом 6. Вера же есть осуществление ожидаемого или сущность ожидаемого в английском и уверенность в невидимом. Вот определение, которое Библия дает вере. Итак, вера — это то, что делает каждый человек в этой главе, и то, что Святой Дух говорит нам об этом человеке, это и есть вера. Мы пройдем, например, если взять Авеля, вера — это жертвоприношение. Енох — вера — это хождение с Богом. Авраам — вера — это повиновение Богу. Вот это все и есть вера, и еще гораздо больше. И здесь в Евреям 11:1 говорится, что вера есть уверенность в невидимом. Что это значит? Или свидетельство о невидимых вещах. Это значит, что есть какие-то вещи где-то, которых мы еще не видим. Но вера говорит нам, что они есть. В одном переводе написано, что это вера подобна сертификату, бумаге, на которой написано, что ты являешься владельцем чего-то. Ты не видишь, скажем, той собственности, которая у тебя есть, того участка земли, который у тебя есть, но эта бумага, этот листок земли, на котором написано, что этот участок твой, вера подобна этому листку бумаги. Как приходит такая вера? Вера приходит через то, что ты ходишь с Богом. Когда мы рождаемся свыше, когда ты родился свыше, Иисус сделал что-то чудесное через Святого Духа. Он вложил меру веры в твое сердце, внутрь тебя. Она есть у тебя. Мы говорили об этом в прошлый раз, что если ты верующий, то у тебя есть вера. Не забудь эту фразу. Неважно, насколько слаба твоя вера, неважно, какие у тебя обстоятельства запутанные, насколько ты глубоко в депрессии сегодня, может быть, твои соседи тебя замучили, может быть, тебя сатана замучил. Если ты верующий, а ты верующий? Если ты христианин, это значит, ты рожденный свыше верующий. Это значит, что у тебя есть вера. Скажи: у меня есть вера. Понимаешь? Это открывает тебе все места в Библии. Потому что вера — это условие для многих благословений. Иногда дьявол приходит и говорит: все эти благословения для тебя, исцеление, радость, изобилие для тебя, победа для тебя, если бы у тебя была только вера. Но из-за того, что веры у тебя нет, все это нет для тебя. Это ловушка врага, которая мучила религиозные организации, деноминации и несчетное количество христиан, которые любят Библию, любят обетование, и они хотели бы иметь то, о чем они знают, Бог дает им это, но они понимают, что без веры не получишь, а веры нет. Это ложь из глубины ада.
Мы знаем, из Евреям 11:6 мы читали, что без веры к Богу нельзя прийти, нельзя ходить с Ним, и принять от Бога нельзя, не имея веры. Из-за того, что само предложение написано отрицательно, люди из-за тенденции истолковывать все негативно думают, что ничего невозможно вообще получить от Бога. Но Дух Святой не для этого написал этот стих. Он написал это для того, чтобы показать нам, что единственный способ, как ты можешь угодить Богу, это вера, а не твоя духовность и не все твои прошлые переживания, не победы вчерашние, не твоя церковь, не все видения, которые у тебя есть, не знание Библии твое, которое может быть очень впечатляющее. Не все это впечатляет Бога, не это движет Бога. Что заставляет Бога двигаться? Что ты думаешь заставляет Бога двигаться? Как ты думаешь, почему Бог творит чудеса? Ты хочешь иметь чудеса? Все хотят иметь чудеса. И люди говорят, если Бог живой, почему Он ничего не сделает? Нужно быть слепым и глухим, чтобы так говорить, потому что Бог столько всего делает в мире. Люди говорят, ну, не там, где я живу. Ну, ты, значит, живешь где-то на самых задворках. Ты должен выйти на широкую главную улицу, там, где Бог. Понимаешь, Бог двигается по всему миру. Есть миллионы и миллионы и миллионы и миллионы людей, рожденных свыше, крещенных Духом, сегодня на лице этой земли. И в этом мире происходят разные вещи, о которых мы не знаем. А мы застряли в своих обстоятельствах и говорим, а Бог вообще делает что-то? Он делает столько всего, что верующим трудно и уследить за Ним. Но что побуждает Бога двигаться? Мы говорим, о, так замечательно то, что Он делает в Бразилии, то, что Он делает в Корее. Но я хочу, чтобы Он двигался в моей жизни. Что побудит Его двигаться в твоей жизни? Что привлекает Его? Что заставляет чудеса приходить? И Библия очень ясно говорит, что это вера. Если ты прочитаешь Библию, понимаешь, поэтому тебе и нужно читать Библию. Некоторые люди, Бог знает, что читают, деноминационные журналы, наверное, но если ты читаешь Библию, то во всей Библии Бога приводит в движение вера. И вера — это не дела закона. Вера — это реакция на Божью любовь. Вера — это ответ на Божье предложение. Вот что такое вера. Вера — это доверие в то, что все, что Он сказал, Он сделает. Мы живем в мире полном неверия, в мире скептицизма, в мире цинизма. Скептики и циники повсюду находятся, иногда даже за кафедрой. Очень часто они сидят на церковных скамьях, и у них самые разные идеи, негативные, постоянно. И это так опасно для тебя, подхватить, подцепить этот дух. Во 2 Коринфянам 4:13 говорится не о духе цинизма, не о духе негативизма, не о духе высокомерия, но о духе веры. Поэтому по Библии вера есть дух, или вера исходит из Божьего Духа. Вера — это не доктрина, это не символ веры. У нас есть доктрины, они нужны нам. Но вера — это что-то другое. Вера — это что-то, что исходит из сердца Бога и что вкладывается очень сильно в твое сердце. И потом ей нужно расти в твоей жизни, чтобы она была не слабой верой, не сражающейся верой, но чтобы она была сильной верой и побеждающей верой. Библия говорит, что вера в себе имеет способность побеждать все, что выходит против нее. Библия дает 2 стиха об этом. 1 Иоанна 5 говорит, и также Ефесянам 6. В Иоанна говорится, что вера побеждает мир, в Ефесянам 6 говорится, что щит веры угошает раскаленные стрелы лукавого, причем все. Это значит, что есть такая способность. И вера — это осуществление ожидаемого. Это очень важно. На самом деле, в английском переводе это духовная субстанция, небесная субстанция. Это не просто такое что-то
без очертаний. Это что-то очень конкретное, но ты не можешь дотронуться физически до этой субстанции. Она есть. Ну, возьмем, например, вот эту кафедру. Она сделана из какого-то вещества, из какой-то субстанции, и я могу видеть ее. Она тяжелая, ее трудно сдвинуть с места. Но это не какая-то материя, которую я ожидаю. Это не уверенность в невидимом. Я вижу эту кафедру. Она из какого-то вещества, и я вижу ее. Она здесь, на самом деле. Это все не слишком глубоко, правда, да? Все кафедру видят, она тут. Так что кафедра — это что-то реальное. Если я попробую сдвинуть ее, это будет мне трудно, она тяжелая, но она реальна, она здесь. То же самое с верой. Вера — это что-то очень реальное. Это духовная субстанция. Это способность в твоей духовной жизни, в твоем сердце видеть какие-то вещи, распознавать и познавать какие-то вещи, понимать какие-то вещи и принимать какие-то вещи из духовного мира, которые ты никак иначе не смог бы принять. Мы — дух, душа и тело, и моим телом я могу что-то принимать. Если даешь мне что-то в руку, я получаю это, принимаю. Моей душой я тоже принимаю. Если ты стоишь здесь, и ты не любишь меня, я тебе не нравлюсь, из тебя что-то исходит, ты можешь поздороваться со мной, но ты такой, отвергаешь меня. Я физически держу тебя за руку, но в душевной сфере я получаю что-то другое. О, ты здесь. Ага. И что-то в воздухе разносится. И это либо включает тебя, либо это исключает тебя. Это в сфере души. Ты можешь чувствовать это. Можешь чувствовать изоляцию, можешь чувствовать отверженность, можешь чувствовать злость. Хотя люди, может быть, и не озвучивают эту злость, это раздражение, но ты можешь чувствовать его своей душой. Ты чувствовал когда-нибудь такое, да? Но также есть вещи в сфере духа. Ты контактируешь с окружающим миром посредством своего тела. С другими людьми ты контактируешь посредством своего ума и чувств. Ты имеешь контакт также с Богом посредством своего духовного человека. И если ты рожден свыше, то есть постоянное, живое общение, реальное общение со всемогущим Богом. Каждую минуту, каждую секунду твоей жизни, спишь ты или бодрствуешь, чувствуешь ты или нет, этот контакт есть, потому что твой духовный человек, твое сердце соединено с Божьим Духом, а Божий Дух в контакте с Божьим престолом и с Божьим сердцем. И это так важно, что постоянно есть общение с Богом в духовной жизни. И это замечательно. Если мы с тобой согрешаем, то грех нарушит взаимоотношения. Мы остаемся детьми Божьими, но что-то встает между мной и Богом. Гордость может войти, мирские вещи могут прийти. Я уже не могу ясно Его слышать, я уже не могу так хорошо общаться с Ним. Моя вера уже не действует из-за непослушания, которое есть в моей жизни. Вера есть. Она дар, который был дан мне, но она не действует, она не высвобождена, она не укрепляется. Она не может принимать от сердца Божьего то, что Бог пообещал, потому что есть грех. Поэтому нам нужно избавиться от греха. Очень просто. Аминь. Как избавиться от греха? Мы кладем его под кровь. Итак, если твоя жизнь под кровью, то у тебя есть путь во святое святых через тело Христа, через кровь Иисуса, и только через кровь ты можешь входить и приходить к трону. И если ты любишь Иисуса, если ты не знаешь за собой никакого сознательного греха, потому что Дух Святой будет говорить тебе не нужно ходить в осуждении и так думать, «О, я думаю, что у меня что-то есть такое неправильное». Конечно, у всех что-то есть, но мы не об этом говорим. Я живу с Иисусом, я хочу следовать за Иисусом. Если это так, то ты можешь смело приходить к престолу. Если ты можешь смело прийти, это и есть приходить в вере. Это и есть вера. Я знаю, что через кровь Иисуса я очищен, я знаю, что Бог дал мне свою праведность. Я дитя Божье, я верующий, и я во Христе Иисусе, и я имею Новый Завет. Он действует в моей жизни. Что это значит? Это значит, что я могу прийти к Богу
в невидимом мире. Я вообще ничего не чувствую. Я не вижу Бога. Но я доверяю Ему, я полагаюсь на Него, я верю в Его обещания. И рука веры, вера, которая есть субстанция в моем духе, которая на самом деле есть в моем духе, она так же реальна, как эта кафедра. Вера этой рукой протягивается к обетованиям Божьим. Обетования Божьи говорят что-то совсем другое, не то, что говорят твои обстоятельства. Вот почему тебе нужны обетования. Если у тебя обстоятельства постоянно хорошие, то обетования тебе не нужны, ты ходишь видением. Но у тебя не всегда хорошие обстоятельства, не так ли? Поэтому тебе нужны обетования Божьи, на них ты и будешь стоять. Ты не будешь стоять на хороших чувствах, на хорошем интеллекте, на хороших взаимоотношениях, на хороших обстоятельствах. Ты стоишь на обетованиях Бога. И твое сердце, ты знаешь, что сказал Иисус. Не хлебом единым будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих. Не хлебом единым. О чем Он говорит? Ты живешь хлебом, пищей для твоего физического человека, но для твоего внутреннего человека тебе нужно Слово Божье, а не хлеб. И ты будешь есть Слово, и ты получаешь силу, радость, жизнь, общение через то, что ты ешь обетование Божье. Когда ты получаешь обетование, и оно становится неразрывной, естественной частью, составной частью твоего тела. Точно так же, как когда ты скушал хлеб, он вошел в тебя, он часть твоего тела. Так же и с обетованиями. Когда они становятся частью тебя, тогда вера в твоем сердце начинает действовать. Еще раз, если ты проглотил кусочек хлеба, он в твоем желудке, ты перевариваешь его, и в конце концов он становится частью твоего тела. Через 2 недели после того, как ты съел этот кусочек, ты уже его не найдешь. Он уже часть тебя. Аминь. Он укрепил твое тело. Когда ты кушаешь Божье обещание, оно попадает в твой дух, и твой дух начинает переваривать. И вскоре оно становится частью тебя, частью твоего духовного человека. И ты не знаешь почему, но ты просто веришь. Понимаешь? Вера, она от сердца и от души, но она не просто от души. Вера, сказал Иисус, от сердца, но также связана с душой. Когда ты читаешь Библию, когда ты принимаешь обетования, ты принимаешь их через свою душу, ты читаешь, ты думаешь, ты размышляешь. Но из-за того, что это слово живое, что оно полно жизни, оно попадает в твой дух. И когда оно попадает в твой дух, оно не остается в твоей душе как просто умственное согласие. Да, я верю в это. О, да, Бог, Он такой и такой. О, да, мы верим. Это просто умственное согласие. Ты просто соглашаешься с каким-то фактом, с доктриной. Все это не двигает горы. Ясно, что никакая гора не двигается. Да, я верю. Но когда слово попадает в твой дух, происходит что-то совершенно другое. Что-то оживает внутри тебя. Да, да, я верю. Вот вера сердца. Твой ум может сомневаться. Но в Марка 11 главе Иисус говорит, что если ты не усомнишься в своем сердце, но поверишь в своем уме, мы иногда сомневаемся. О, произойдет ли это на самом деле? Но Слово Божье попадает в твой дух, и тогда оно становится неотъемлемой частью твоего духа. Тогда это сердечная вера, и вера становится крепче от Слова Божьего, от проповеди Слова. И твоя вера становится все сильнее, и твоя рука простирается еще дальше, с усилием. Ты более инициативно протягиваешь свою руку, и ты говоришь, да, это Бог, Он сделает это, Он может это сделать, да, я верю за это чудо. Может быть, вы смотрели по телевидению христианскому, как кто-то исцелился, и вы говорите, о, я никогда не исцелюсь. Или слышите свидетельство о том, что кто-то чудесным образом получил 1 миллион шведских крон. И ты говоришь, о, я никогда не получу. Ты не говоришь все это сознательно, но отношение, настроение у тебя такое. У кого-нибудь бывало когда-нибудь такое настроение, такое отношение? Конечно, бывало. Некоторые из этих свидетельств такие огромные, что они не поднимают мою веру, а подавляют меня. Господи, помилуй меня. Что тебе делать? Не имитируй это свидетельство, но прими Слово Божье.
Не подражай этому свидетельству, просто скажи: Бог, говори мне, что ты хочешь дать мне. Я уже раньше рассказывал о том, как когда люди стоят в линии, в ряду, чтобы молиться, я их спрашивал: а у тебя есть обетование? Господь тебе говорил? У тебя есть обещание от Бога? Нет, нет, нет. Все, что они хотят, это исцелиться. Это хорошо, что они хотят исцелиться. Бог хочет, чтобы ты был исцелен. Но ты не исцелишься только от того, что ты хочешь исцелиться. Ты не исцелишься от того, что ты стоишь в очереди на молитву. Ты не исцелишься от того, что проповедник просто возложит на тебя руки и будет верить за тебя. Ты исцелишься, если вера поднимется в твоем духе, в твоем сердце. И вера, она выходит из твоего духа. Она приходит, если ты размышляешь Слово, размышляешь над Словом, кушаешь Слово, снова и снова и снова, как ты кушаешь каждый день, 3 раза в день. Ты ешь снова и снова и снова. Никто не может прийти к тебе и сказать: ты на прошлой неделе кушал, ты почему сегодня кушаешь снова? Нет, ты снова и снова и снова, сегодня и завтра ешь. И тогда твой дух укрепляется. И тогда из твоего духа что-то выходит, что берет власть в твоей жизни. И потом, когда ты смотришь на обстоятельства своей жизни, ты уже не смотришь на них, ты смотришь сквозь них. Ты видишь Сару и омертвение ее утробы, ты видишь свое собственное тело, и ты знаешь, что ты старый, но ты все равно не колеблешься в вере. Но ты укрепляешься в вере, воздавая хвалу и славу Богу, полностью убежденный, полностью уверенный. Что значит уверенный? Это значит, неважно, что говорят обстоятельства. Бог сказал: вот это насажено в мой дух. Тебе не нужно говорить: я верю, я верю, я верю, я верю. Я верю, я верю, я верю. Не надо так пытаться возгреть свои эмоции. Не говори: я верю, я верю, я верю. Нет, нет, нет. Позволь вере верить. Пусть твоя вера верит. Пусть твоя вера работает. Библия говорит, что мы должны ходить верой. Так пусть вера и совершает это хождение для тебя. Когда вера приходит в твой дух и в твою душу, ты увидишь такие вещи, которых ты никогда раньше не видел. Другие люди жалуются и стонут, и хнычут, и в депрессии. А ты видишь что-то другое. Это не то, что ты такой супердуховный, но теперь просто вера начинает работать на тебя, в то время как другие люди видят невозможности. Ты видишь возможности. Не то, что ты приучил себя к тому, что надо все время говорить: о, все возможно, все возможно, все возможно. Нет, это выходит из твоего духа. Потому что ты не просто читал стихи из Библии, но ты общался со святым Израилевым, ты ходил с ним, разговаривал с ним. И когда он подходит к тебе, когда он приближается к тебе, его жизнь, его вера. Ты знаешь, ты заходишь в комнату, и ты видишь кого-то, кто очень позитивный, кричит, громко говорит. И рядом люди стоят с ним такие тихие, шведы типичные. И кто-то заходит такой громкий, и через 5 минут все тоже такие: все говорят. Они не знают, что с ними случилось. Разве не так? То же самое с Богом. Идешь по улице, и потом Бог к тебе подходит. И через некоторое время ты становишься таким: что произошло? То, что есть на нем, перешло на тебя. И вера начала подниматься в твоем сердце. Почему? Потому что ты пообщался с кем-то, извините, богословы, с кем-то, у кого есть вера. Бог есть Бог веры. Бог верит в тебя. Бог вкладывает веру в наш дух, чтобы мы могли общаться с Ним. И когда мы общаемся с Ним, Его вера, Его любовь, Его сила, Его чудотворящая сила начинает действовать в нашей жизни. И тогда, когда мы смотрим на Него, и когда ты смотришь на Него, когда ты ходишь с Ним, когда ты говоришь с Ним, Он скажет тебе: чего ты хочешь? Что тебе нужно? Помните Вартимея? Чего ты хочешь от меня? Я хочу зрения, он ответил. И он получил его, потому что он верил. И люди говорят: о, я пытаюсь верить. И они такое ударение ставят на само верование, они пытаются сделать это верование, изобразить его, выжать его из себя, и стоят в очереди на молитву: я верю, я верю, я верю. Нет, расслабься, в вере есть покой. Вера знает, что она знает, что она знает.
что независимо от того, какие обстоятельства, как все выглядит, что сейчас, может быть, все плохо, я все равно знаю, что Бог сказал мне, и то, что Бог сказал, Он сделает это. Пусть Он говорит к тебе, дай Ему благословить тебя, дай Ему воодушевить тебя, дай Ему укрепить тебя. И все, что Он говорит тебе, Он сделает. Пусть Бог благословит тебя во имя Иисуса. И весь народ да скажет Аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Да, Он сделает это. Да, Он сделает это. Он сделает это. Он сделает это. Вера побеждает всегда. Победа, о которой говорит Библия, которая дана нам, она в сфере веры, она в мире веры, она не в физическом мире, она в духовном мире. В этом мире есть победа все время. Вот почему тебе нужно выйти в этот мир, и тогда победа принадлежит тебе. Не просто как доктрина, а как реальность твоей жизни. И не важно, что делает дьявол. Не важно, что он делает. Потому что в конце концов, когда вера отвечает на атаки сатаны, все раскаленные стрелы будут угашены. Но если на сатану реакцией будет страх, то он свяжет тебя, он будет мучить тебя. Но если реагирует вера, вот почему вера — это также щит. Это ответ сатане. Мне нравится это. И вера — это сила, которая побеждает препятствия в этом мире. И всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Что побеждает мир? Вера наша. Аминь. Хорошо, пусть Бог благословит вас сейчас.